Что я хочу сказать? Сам храм по изысканию очень известного грузинского искусствоведа, академика Георгия Николаевича Чувинашвили, это трехцерковная базилика. Это датировал 8-9 веками, потом уже перелом 10-11 веков, перестройка, и потом восстановление начала позднего средневековья. И что интересно, Георгий Николаевич Чувинашвили, с которым я встречался, я хочу, чтобы вы тоже знали, как и Абдуллахап Эльджаргиев, он единственную свою рукопись, это еще не было опубликовано, передал молодому археологу, 27-летнему Георгию Башидица. Я носил на груди в течение раскопки на Траберди. Не было замечательным, очень знаменитый не только для ингушей, для всего Кавказа археологический материал. По тогдашним законам мы сдали это Грозненский краеведческий музей. Отчет на работы Георгия Николаевича Чувинашвили, этого великолепного историка. И вот хочу в конце моего выступления сказать, что как раз Георгий Николаевич Чувинашвили, он определил значимость этого храма. Это не как другие ученые, это грузинский храм такого-то века. Он так и пишет: грузино-ингушский храм Тхоберди. Георгий Башидзе тоже пишет всегда: это грузино-ингушский храм. Потому что там это не только наши наитие и наше это самое отношение любви к братскому народу, там сама материальная культура показывает, что сами ингуши восстанавливали на основе местной архитектурной традиции вот этот центральный храм. Что я хочу еще добавить, что я буду во всех ваших изысканиях и насчет Слаберди, насчет того, чтобы в ЮНЕСКО внесло, в список ЮНЕСКО надо обязательно внести. Это будет моя вот сокровенная такая мысль, чтобы Таргимское ущелье было внесено в ЮНЕСКо, в памятники вот ЮНЕСКо. Огромное вам спасибо, дорогие друзья. Счастья вам. И я буду консультироваться с вами и хочу, чтобы все это будет с моей стороны только на альтруистической основе. Все я буду, что будет поручено от вас, я буду исполнять на альтруистической основе. И еще одна просто. Я думаю, что этот памятник стоит того, чтобы не только Георгий Башидзе включили вот эти работы. Во-первых, я хочу узнать, какая концепция реставрации. И потом, я думаю, что вы обязательно должны обратиться в Министерство культуры Грузии. И вот я думаю, что по-джентльменски и по всем правилам это будет правильный шаг. И сама концепция, она для меня тоже очень интересна. Восстановление одно, но на основе сегодняшней практики, мировой практики, консервация или следующее предложение, чтобы вот в свое время в 10-11 веках, это перелом 955-980 годы, потому что это надписи на черепицах, которые были покрыты ТБРД, там плоская черепица, желобчатая черепица, надписи Арсения Католикоса. Он правил, значит, Католикос был в 955-980 годах. Правил, значит, грузинской церковью. И вот было такое мнение высказано одним нашим другом из Ингушетии, что может сделаться такие же вот черепицы. Я не могу ответить или добром, или отказаться от этого. Пускай решает реставраторы. Ну, мы тоже, значит, будем рядом с этими реставраторами писать вот концепцию
о восстановлении этого храма. Я приветствую то, что вот самые прямые отношения между Грузией и Ингушетией были не через обходными путями, а прямо, значит, как-то более доступно для туристических, в общем-то, целей. Я много говорю, простите, пожалуйста, что пробилось мое выступление. Спасибо, Евгений Гайвозович. Ваша работа, которую проделали в 60-х годах, очень помогла, спасла фактически этот храм Хабаирды. И еще, Евгений Гайвозович, мы вас так спокойно не отпустим. Разрешите задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Евгений Гайвозович, вот при детальном как раз вот этот храме, который мы обследуем, была информация вот из местных жителей, что в этом храме Хабаирда находилось 12 стульев, вот, где проходил совет старейшин, как будто народный суд. Вот. При ваших реставрационных работах, вот, при археологических раскопках, вы сталкивались ли вообще, или была ли какая-то информация про этих стульев, или это просто как легенда? Знаете что, вот у меня есть публикация о том, что Мекхел вот в конце 19 века, в начале 20 века собирался около Хабаирды. И что интересно, там встречались и решались политические, социальные, правовые и другие отношения этими видными предводителями разных типов. Ну и Херсули тоже приглашались туда на Мекхе, представляете себе, на Хабаирды. Также на Гегекетской Самебе, около Казбек, может, бывали, там ингуши тоже присутствовали на советах вот на этом храме. Так что это вообще наша традиция. И вот эти 12 стульев я не находил там. Там есть, значит, в восточной части вот центрального храма возвышение на 3 ступенях. Там усиливались вот эти предводители этой церкви и так далее и прочее. Сами этих стульев мы не находили археологически. Спасибо большое. Какие-нибудь такие значимые находки были вообще при археологии? Значит, мы раскопали там 5 подземных склепов. Знаете, что это в Грозненском краеведческом музее, это в Московском археологическом Связь плохая. институте. И вот если... И обязательно я электроверсию археологический институт в Москве и вот Грозненский музей. И вот эти во время раскопок, значит, вокруг этого центрального храма, вот в этих склепах вот у меня опубликовано в декоративном искусстве Советского Союза, тогда такой журнал выходил, просто мирового значения такая стеклянная посуда. Кстати, я такую же посуду видел, видимо, это византийская вещь. Вот в одном склепе мы нашли, значит, повторение золотой монеты Михаила III, императора Византии. Это 9 век. Но дело в том, что там за что через, ну, считается классический уже идет, эта монета может датировать памятник. То есть Антаквем, но не 9 век, ну вот по моим искусствоведческим и
археологическим зданиям, это все-таки это конец X века, и я и Георгий Чубинашвили в этом согласились друг с другом. Я этот материал сейчас Девяшвили, моему замечательному учителю, можно сказать, и замечательному человеку. Этот материал находится там. Давайте, с вашего позволения, то же самое, еще раз я скажу, что 3 или 4 даже камни, которые во время реставрационных работ в 69 или 70 году на вертолете были. Я об этом узнал через, наверное, 20-30 лет. И вот я постарался, что официально все это через министра культуры, тогдашнего министра культуры, все это мы передали ингушской стороне. И эти несколько очень интересных, я не ошибаюсь, в музее или в Назране, или в Магасе. Я точно не могу вам сказать. Спасибо большое. Здесь связь, очень плохая связь, прерывается. Поэтому огромное спасибо, то, что вы провели здесь как раз 60-70-х годов работы. У вас богатый опыт, мы будем в дальнейшем использовать. Огромное спасибо. Сейчас слово предоставляется президенту Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия Нальгиева Радмиле Ахметовне. Добрый день, Холшин. Меня слышно? Да, слышно, все нормально. Да, спасибо за предоставленное слово. Всех рада видеть. Юрий Георгиевич, Юрий, очень рада вас видеть. Отдельно начну с того, что хотела бы поблагодарить Юрия Георгиевича за ту работу, Юрий Георгиевич, которую вы проводите. Наверное, только мы с вами знаем, какой путь пройден от начала и, надеюсь, до логического конца. И все планы, которые в этом плане мы с вами проговаривали, прорисовывали, надеюсь, что всем вам суждено сбыться. В том числе спасибо вам большое за то, что вы нашли связь с Гиви Гамбашидзе. Для нас это очень ценно, очень важно. И ту работу, которую он тогда провел, это, на самом деле это бесценно. Низкий вам поклон. Спасибо вам большое, Гиви Гайзович. Огромное спасибо от всех нас за то, что сохранили наше историческое наследие, то, что нам завещали предки. И, конечно, хочется поблагодарить сейчас тех людей, которые сегодня ведут огромную работу по восстановлению и сохранению не только памятника Тхаба-Ярды, но и тех архитектурных, исторических памятников, которых более 4000 сейчас только насчитывается под открытым небом в Республике Ингушетия, в Джарахском районе. И действительно, здесь звучали слова о том, что это бесценное наследие, мы просто обязаны его сохранить. Благодаря главе Республики Ингушетия Махмуду Мукшариповичу, благодаря нашему меценату и соотечественнику Гуцериеву Михаилу Саварбековичу, сегодня эта огромная работа ведется, и в том числе благодаря людям, которые сегодня исполнители, которые на сложных участках работают. Часть из них сегодня здесь присутствует. Хочется всем тоже сказать огромное спасибо. Баркал, Мадлоба, всех поблагодарить, вы делаете большое дело. Что касается приглашения, я, Юрий Георгиевич, вас пригласил. Мы действительно будем очень рады вас видеть на гостеприимной ингушской земле в дни проведения Российско-грузинского молодежного форума. Соответствующее приглашение от Министерства культуры направим вам. И будем очень рады, если вы примете это приглашение, и у вас получится посетить Республику Ингушетия и вот передать ваш бесценный опыт, то, что вы видели, свидетелем чего вы являлись, в том числе и отношения, еще раз напомнить нашей молодежи о тех отношениях, которые исторически сложились между двумя нашими народами.
У меня, пожалуй, все. Всем большое спасибо, всем, кто принимает участие. Юрий Георгиевич, Гиви Гамбашидзе, вам отдельное спасибо и за вашу работу, и за ваш отклик, то, что вы делаете для Республики Ингушетия. Мы это помним и ценим. Спасибо большое. Спасибо большое, Людмила Ахметовна, спасибо. Слово предоставляется заместителю директора археологического центра имени Крупнова Дагиеву Малату Беслановичу. Добрый день, приветствую всех участников нашего сегодняшнего мероприятия. Огромные слова благодарности и приветствия нашим грузинским коллегам. Юрий Юрьевич, отдельно вам, приветствую вас. Мы с вами впервые встречались в 2010 году, и тогда обговаривали контуры наших дальнейших взаимоотношений. И сегодня я храню в своей книжной полке книгу, которую вы тогда мне подарили, бесценную книгу, где как раз была статья покойного ныне Георгия Чубинашвили, который, безусловно, внес огромный вклад в дело научного полноценного раскрытия памятника истории и культуры храма Тхаба Ярды. Мы очень знали ваше отношение к нашему краю, к этому памятнику в частности. И недавно, когда мы с вами буквально неделю назад общались по телефону, вот в этом деле я принимал просьбу участия в данном форуме и в других мероприятиях, посвященных делу сохранения, изучения культурного наследия, Ингушетии, и тогда еще раз высказали свою готовность принимать участие в любых мероприятиях на территории в горной части Ингушетии, где будет акцент делается на сохранение, изучение древности этого региона. Но, конечно, если мы говорим о храме Тхаба Ярды, безусловно, это веха культурного прогресса древнего средневекового населения Грузии, Ингушетии. Этот памятник иллюстрирует ярко наши взаимоотношения, которые сложились еще, будем так говорить, в древних пластах истории. И письменные свидетельства показывают то, что наши взаимоотношения ингушского народа, грузинского народа и истоками своими уходят в тысячелетия еще, и можно сказать, еще с первых шагов грузинской государственности. В общем, когда в политическом аспекте, на политическом небосклоне Грузии, тогда видное участие принимали в том числе и наши предки из Уртуки. Вот. Что касается храма Тхаба Ярды, то да, и в 2008, 2009, 2010 годах мы также проводили исследования на этом памятнике на базе материалов, которые были наработаны Гиви Гайозовичем еще в конце 60-х годов. Безусловно, без них приступать к какому-либо объему работ на этом памятнике, в том числе и связано с реставрацией, связано с археологическим, научным его раскрытием, невозможно. Поэтому и впредь будем ориентироваться вот на ваш богатейший опыт, ваши знания. И я глубоко надеюсь, что в скором будущем будем в таком вот в едином собрании, единой командой работать на памятнике истории культуры храма Тхаба Ярды и, возможно, на других памятниках горной Ингушетии. Спасибо за внимание. Спасибо, Умалат Бесланович. Надеемся, что после проведения археологических исследований на данном комплексе еще какие-то исторические, какие значимые для республики события будут обозначены.